Больше 1500 квадратных метров, 48 медицинских кабинетов, рентген-установка и, возможно, стоматологический блок. Такой будет новая поликлиника. Откроют ее на месте бывших производственных помещений. Ремонт подрядчик должен завершить уже в конце мая. Дальше долгая процедура получения лицензии. Впрочем, опыт работы с надзорными органами у инвестора есть. В 3 российских регионах такие поликлиники уже запущены. Открытым пока остается вопрос с кадрами. Первый риск связан с тем, что врачи, которые сейчас работают в поликлинике, по каким-то причинам откажутся работать участника. Вот, пожалуй, это наиболее самая большая, не проблема, а самый большой риск. А все остальное в рамках законодательства у нас, я думаю, что фирма, которая уже это сделала неоднократно на территории Российской Федерации и с выполнением санитарных норм, с получением лицензии, никаких проблем не будет. Сейчас поликлиника располагается в деревянном здании 60-х годов постройки. Каждый день на прием сюда приходят сотни жителей одного из самых населенных микрорайонов столицы Коми. Депутатов Госсовета часто спрашивают, когда же лечебное учреждение справит новоселье. Та поликлиника, которая находится в лесозаводе, она имеет уже ветхий вид. Она уже настолько морально устарела, настолько те лесенки, те кабинеты, те, конечно, условия абсолютно не представляют, не оказывают ни комфорта, ни уюта, ни, так скажем, эстетического такого какого-то удовлетворения для наших жителей. Вопрос со строительством новой поликлиники в лесозаводе стоит давно. Под объект даже землю нашли, но строительство обошлось бы слишком дорого. Решение – государственно-частное партнерство. Тонкости процесса обычных пациентов не интересуют. Главное, по полюсу ОМС все услуги они смогут получить бесплатно. Тарифы в Республике Коми достойные на амбулаторную помощь. Они позволяют развиваться разным формам взаимодействия государства и частного бизнеса в оказании бесплатной медицинской помощи для людей. В планах инвестора еще одна глобальная переделка, уже в орбите. Но здесь пока стоит вопрос с передачей здания в аренду. Собственность федеральная, а потому процесс затянулся. И если сроки открытия лесозаводской поликлиники инвестор называет смело, то время начала ремонта в другом столичном микрорайоне пока не уточняется. Виктория Палкина, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган, Сыктывкар.